Наша міліцыя нас беражэ. Прынамсі так павінна быць, але ж не заўсёды ўдаецца ўберагчы і саміх міліцыянтаў. Смерць 22гадовага лейтенанта дае нагоду зноў паразмаўляць пра тое, што такое ёсць сёння нашай міліцыі, чаму здараюцца такія выпадкі. Я, Владимир Мацкевич, мой калега Віталій Цыганкоў, сёння размаўляем з былым супрацоўнікам крымінальнага вышуку, падпалкоўнікам запаса Миколаем Козловым. Прывітанне, Миколай. Здравствуйте. Добрый дзень. І, напэўна, сапраўды першае пытанне, самае гарячае, якое зараз абмяркоўвае вся Беларусь, без выключэння. Сотні тысяч людзей чытаюць матэрыялы, прысвечаныя гэтаму выпадку, гэтай тэме. Ці верыце вы ў афіцыйную версію забойства лейтенанта ДАІ Потаповича, паводле якой ён учинил суицид? И что у вас выкликае, скажем так, пытание? Ну, я бы, наверное, не взялся бы однозначно сказать, что было на самом деле, потому что мне, ну, я вполне себе профессиональный сотрудник милиции, поэтому мне сложно говорить, не имея материалов дела, результатов экспертизы и всего того, что, собственно говоря, и составляет вот это расследование. Но могу сказать только, что репутация милиции, к большому сожалению, настолько мала, если она вообще сохранилась, какая-либо репутация, что бы ни сказали МВД, все подвергается сомнению. Ну, так они заработали такую репутацию, фальсифицируя дела, давая какие-то ложные показания в суде. Мы все это знаем. Поэтому, Вы процесс что касается меня лично, то у меня двойственное ощущение. Конечно, это самоубийство, если мы говорим о тех обстоятельствах, оно абсурдно, да? Там штаны сжег, там еще какие-то такие моменты, которые, просто не совсем умещаются в голове. Но, с другой стороны, если бы это было убийство, это было бы также абсурдно. Понимаете, обе версии, они абсурдны. Ну, вот глядите, тут же гэта падзея, гэты выпадак выклікаў, вельмі высокую зацікаўленасць у сродках масавай інфармацыі, абмяркоўваецца ў соцсетках, і інфармацыя з'явілася яшчэ да таго, як высветлілася, што чалавек памёр, загінуў. Калі абвесцілі, што прапаў лейтенант ДАІ, напісаўшы смс-ку, што яго выкралі, ці там ён садзіцца ў машыну нейкую, чорную «Волгу» там, з цыганамі. І далей там пайшла ўжо шуміха пэўная па сродках масавай інфармацыі. Так. То, можа быць, вот тое, што мы ведаем, гэта ўсё нейкія фэйкі, якія не адпавядаюць рэальнаму становішчу рэчаў. Ну, я не совсем понимаю, что вы под фейком. Под том, что он посылал смс-ку, да, или там сообщение через Viber. Про цыганов. Но я думаю, что это в деле есть. Я склоняюсь к тому, деле, да, что это было, да. Наверное, что это фиксируется. Я уже не думаю, что фальсификации дошли до такого уровня. Мне кажется, в этом нету смысла. И по большому счету... А сэнс у тым, каб браць у закладнікі ромаў, якія там жылі ў Магілёве, в этом вы бачыце сэнс, пэўна? Вы понимаете, какая ситуация? Ведь когда поступает, я исхожу из того, что вот эти сообщения, да, которые отсылал погибший или умерший, и все обстоятельства, это огнестрельное ранение в голову и все остальное, вполне подходили под возможность того, что его убили. И когда он упомянул цыган в этом сообщении, то, естественно, первое, что нужно сделать, вот по горячим следам, это отработать как раз то, на что указывает погибший. Понимаете, это так, первое, конечно, что должен сделать любой милиционер. То есть он предполагается, если его убили, то он указывает на того, кто мог бы это сделать. Вот в такой логике, собственно говоря, и действовали. Вопрос другой, как действовали, да? Это уже другой вопрос. Почему оперативно-розыскные мероприятия превратились в карательную операцию? Это уже вопрос к профессионализму руководителей, которые руководили. І гэта ж ужо вырастае ў палітычнае, грамадскае пытанне, бо парушэнне правоў чалавека. Так. Потым этнічнае, не ведаю, як это назваць нават, да, вось. Безусловно. Бо цэлая
цэлы народ там ці супольнасць адной нацыянальнасці терпіць ад гэтага, прычым ну вельмі брутальна, вельмі Вот я вот так сформирую пытание. Это, по-вашему, была демонстрация некой силы, что вот мы можем взять 100 человек, обкружить и всех забрать на несколько суток? Ці это было от некой просто ожидания помсты, фактично бессильной помсты. Мы не можем ведать, какая правильная версия, так мы всех поарештуем. Там такие околичности, ОМОНовцы там говорили грубые слова женщинам, детям. Все это довольно жахливо выглядает. Ну і памерла адна жанчына з гэтага пасёлачку. Ну, кажуць, што там тромб аторваўся. Ад стрэса, Але ж ситуации. ад стрэса, да. Чему они так робили? Вот ваша на версия. мой взгляд, это демонстрация безнаказанности, отсутствие профессионализма. И, ну, я не знаю, вот глупости начальников. Знаете, вот давайте мы посмотрим, да, что последнее время представляет из себя ОМОН. Они делают, что хотят. Они делают, что хотят, это мы видим и на массовых мероприятиях. То есть каждый из нас так или иначе с этим столкнулся. Ну, не зусім, сегодня- што хацят, а тое, што ім загадваюць. Бо Ну, я они узгадываю по-разному. свой выпадок. Послушайте, каждый сотрудник милиции может одно и то же указание выполнить по-разному. Может дубиной переломать ноги, да, а может сказать: беги, девочка, беги. Понимаете? так, Ведь можно да, по-разному да. сделать. Поэтому я и говорю, что вот каких это подбор кадров. Ведь милиция, как я уже говорил, у нее абсолютно нет никакой репутации. Она потеряла уважение у всех. Я вам скажу, и вот та атмосфера, которая создана в самой внутри структуры МВД, ужасающая. И это все влечет за собой вот такие вещи, как вот задержание цыган. Да? Вот они взяли, им пришло в голову. Ну, кто им Вот что сделает? давайте Взяли мы- 50 человек и посадили на 3 суток. 50 человек. Миколай, вы ж не толькі падпалкоўнік запаса, а сёння яшчэ і адзін з палітычных лідараў. Вы узначальваеце аб'яднаную грамадзянскую партыю, і таму, напэўна, можна ад вас пачуць і нейкую палітычную ацэнку гэтага. Вось як можна ўявіць сабе стан грамадства і дзяржавы, калі сілавыя структуры, прынамсі міліцыя, не карыстаецца ніякім даверам. Больш таго, кожны грамадзянін ведае, што міліцыянтаў прымушаюць хлусіць, прымушаюць рабіць не па законе, а па загаду, і яны гэта ўсё выконваюць. Ну, як можна жыць у такой краіне? Як магчыма ўвогуле прагрэс, ці там, не ведаю, дэмакратыя, свабода? Но мы же с вами живем. Вот мы уже... Вы сами Люди подвели черту, что мы жили живем, при нацизме, мы при живем, да, коммунизме. совершенно верно, и сейчас живем. Мы живем при диктатуре, это абсолютно точно. И последний оплот, который остался у Лукашенко, у вертикали этой силовой структуры, прежде всего это милиция. Но там же ж наши беларусы, грамадзяне. Няўжо ў нас няма ніякіх магчымасцяў з імі наладзіць пэўны дыялог, паразмаўляць сапраўды. Бо нават у часы там 91-го года, той самы жнівеньскі путч, салдаты, камандзіры адмовіліся выконваць злачынныя загады. А сёння? Да, ну, во-первых, это были определенные условия, но справедливости ради я вам скажу, если мы проанализируем вообще ситуацию, вот то, что я говорил, фальсификация дел, значит, лжесвидетельство в судах, сами судебные заседания, тоже касается судейского корпуса, да, то мы увидим фактически одни и те же лица. Ведь на самом деле МВД это громадная структура. Деградация тычется только частки, да? Я недавно прочитал о том, что Шуневич там заявил о том, что у нас на 100 тысяч человек, по-моему, 400 милиционеров. Но он там упустил из этого списка внутренние войска, там еще кучу подразделений. То есть мы где-то можем прикинуть. То есть это громадное. По международным даденных у нас это милиция, 1400. у нас милиция больше, чем армия. Понимаете? И во всей вот этой вот, во всем этом массе людей, да, мы видим, если вот по Минску я могу судить, да, мы видим одних и тех же. Я вам скажу, что в милиции есть люди, и профессионалы есть, и, собственно говоря, люди, которые
ну, искренне выполняют свой долг и считают, что они должны этого делать. Другой вопрос, что их становится мало, катастрофически мало. Потому что нормальный профессионал, человек, который знает себе цену, он не останется в такой вот скотской атмосфере, которая сейчас существует в милиции. Я бы хотел еще обратить внимание на такую вещь, что молодые офицеры, которые закончили академию или школу милиции, как там сейчас называется, институт милиции, да, они же находятся в состоянии крепостных. Ведь после окончания они должны отслужить 5 лет, чтобы не платить неустойку за свое обучение. Это большие деньги. И когда атмосфера невыносима, я, кстати, хотел бы обратить внимание, а уйти невозможно, потому что это надо платить, это $1000. Человек может оказаться в таком безвыходном положении. Это первое. И второе. Конечно, надо разбираться, если это самоубийство, да, чем оно вызвано. Если оно вызвано вот той атмосферой, которая царит в милиции, в подразделении, вот этой невозможностью выполнить там какие-то задачи по разным причинам, то говорить о том, что семье не положено какие-то материальное возмещение, мне кажется, они точно так же положены, как если бы он погиб при исполнении. Скажите, а вы вот, ну, грамадства ведае ваш выпадак, як вы, скажем так, сышлі з гэтых структур, з органаў, і як вы апынуліся ў пазіцыі, што на выбарах вы сачылі за, скажем, выкананнем закона, вы убачылі Да, фальсіфікацыі, вы адпаведна падалі в адпаведныя структуры заяву, што вы да, злавілі за руку фальсіфікатараў, замест таго, каб расследаваць справу, вас просто фактычна дэ-факта, можна сказаць, выгналі з органаў. Ну, так ну, атрымала, што не выдавили, далі магчымасць там далей працягваць служыць. да. Просто каб не было вот гэтага выпадка, які вам на вочы трапіўся і просто вас абурыли як сумленного чалавека, вы, можа быць, і зараз працяглі б ў гэтых органах служыць? Вы не задумаліся? Вполне возможно. І На, нек на самом пра все, деле што мы кажам я негатыўна пра работал, міліцыю, вы все это я выконвалі ці работал як? в уголовном розыске, я занимался криминалом. Я никогда не участвовал ни в каких политических мероприятиях, которые обеспечивала милиция. Я чувствовал себя настолько уверенно, что я мог подойти к начальнику и сказать, что я не пойду. Вот просто не пойду. На что? Ну, когда у нас там, в 2006 году была площадь, да, Да. по-моему. У меня там не было ни одной секунды. Я просто отказался идти и занимался своим делом, потому что все равно параллельно совершается преступление, и надо кому-то над ними работать. А коллеги Я ваши, дежурил, работал, но я там коллеги не был ни ваши одной ходили? секунды. Конечно, у нас же 100% усиление, все сидят в автобусах, ну, мы это видим. Вообще, когда проходят такие мероприятия большие, проводимые оппозиционными структурами, все прекращается. Это Раздолье время для для злодеев. криминала, Да. делай, что хочешь. Все в нужном месте сидят, конечно. Все ж таки міліцыя выкрывае злачынства, ловіць злачынцаў, Так. прадухіляе там нейкія значынствы і так далей, то ёсць людзі, значит, якія прафесійна працуюць і сумленна выконваюць свае абавязкі. Як Безусловно. паўсюль у Беларусі, да? Рэжым рэжымам, а сістэмы павінны працаваць. Конечно. Наколькі ўсё ж такі сёння нашая міліцыя, нягледзячы на гэты развал і дэградацыю, выконвае свае абавязкі, трымае правопорядок в Украине? Знаете, мне очень трудно говорить об этом. На самом деле для меня это, ну, я не скажу, что там уж совсем такая боль, да, но тем не менее я провел значительную часть жизни в этой структуре, да, вот в уголовном розыске. И когда я общаюсь, меня же вызывают, да, там, я пишу заявление, когда я вижу преступление, которое совершается во время выборов, я пишу соответствующее заявление, обращаюсь, меня опрашивают, и я вижу их профессиональный уровень, он удручающий. Я, честно говоря, иногда просто думаю, что я не понимаю, как они раскрывают преступления. Для меня это, может быть, профессионализм немного замещается какими-то техническими средствами, потому что, ну, это уже далеко вперед шагнуло. Я не понимаю этого, но тем не менее. И при этом я хотел бы еще сказать, что есть тут еще маленькие хитрости. Скажем, 328-я статья. Это такая же наболевший вопрос, да? Да. У меня всегда... Наркотичный артикул, скажем нашим Это, да, по борьбе. глядачам, да. Да. Значит, и у меня всегда встает вопрос по 328 статье, да, почему людей за марихуану, легкие наркотики,
да, по всему миру идет легалайз, так называемый, да, или легализует, либо убирает это из уголовного вообще преследования. Но это А не у нас- белорусская а у тема, нас- это не наша тема, да. Это не наше. У нас а все у нас за узмацняется, это погоршается. дают 9 лет. Да. Я вам скажу, Ну, есть почему. краіны, дзе Потому смяротнае что таким пакаранне за образом, я гэта. прошу прощения, таким образом они повышают свои результаты. Да. Ведь когда они говорят, что раскрыто там 5000 преступлений там, по наркотикам, да, никто же не разбирается, какая часть из этих 5000 касается марихуаны, а какая часть касается, скажем, героина. Ведь никто не спрашивает. Они все рапортуют. Это просто. Это, как правило, молодежь. Мы же видим сейчас и слышим, вот матери 328. Это, как правило, молодежь, которая, молодежь, она везде молодежь. Она и выпивает, она иногда может и, наверное, побаловаться и такими вещами. Но за это 9 лет получать, 10 и больше. Ведь, вот так, по-моему, и создается статистика. Я не знаю, какие сейчас внутри, там, что, в каких делах отказывают, каких возбуждают. Вообще, что достаточно для того, чтобы отправить дело в суд. Это тоже важно. Но для этого надо вариться в этой кухне внутри, чтобы дать какую-то оценку такую объективную и серьезную. І тут, може бути, головне питання, яке часто варто задавати в таких темах, така дилема. Вось калі, прыйдзе час палітычных пераменаў, ён так ці іначай прыйдзе, вот вы лічыце, што справа толькі ў гэтай нашай палітычнай верхушцы і варта замяніць, скажем, там, палітычную сістэму зверху, там, з кіраўніка дзяржавы, некаторых галоўных міністраў, ці ўсё-такі вот шырокая маса на сёння супрацоўнікаў сілавых структураў, яна сама па сябе вот жадае жыць, варыцца ў гэтай сістэме, і нават са змены ўлады яна застанецца такой. Ці толькі зменіцца ўлада, і вся міліцыя адразу стане дэмакратычнай, хорошай і прафесійнай? Я считаю, что при смене режима первое, что мы должны сделать, это привлечь к ответственности или к суду лиц, руководителей или бывших руководителей МВД, которые, очевидно, совершили преступление. Все СМИ облетела фотография, где полковник, тогда еще полковник Евсеев, дубасит журналиста. Ведь это очевидное преступление. Ровно через, я не знаю, полчаса он должен был быть уволен, разжалован и помещен в следственный изолятор. В результате он сейчас помощник президента или кто он там, в общем, в пределе. Да? Или, скажем, Карпенков, который руководил со своим «Алмазом» вот этот разгон в 2010 году, Никляева колонны, вот всю эту колонну вместе с людьми в масках, с этими гранатами, со всем остальным. Это очевидное преступление. И таких лиц достаточно много у нас, которых мы знаем, видим и, собственно говоря, имеем уже на руках вот сегодня доказательства вины. Эти люди должны попасть под суд, они должны понести наказание. Для остальных станет понятно, что ничего не сойдет с рук. Наказание неотвратимо. И что бы вы ни делали сегодня, как бы вы ни чувствовали себя и не прикрывались, обязательно придет время, когда за каждое ваше действие вас спросят. И уже после этого реформировать. У нас есть отличный пример грузинской милиции, где милицию не уважал никто, она была абсолютно коррумпирована. И что мы видим сейчас? Вполне современная, нормальная, работоспособная милиция. Мне кажется, вот по такому пути мы должны пойти, когда изменится власть. Мы пойдем по этому пути. Калі-небудзь такі час прыйдзе, будуць люстрацыі і вінаватыя злачынцы павінны быць пакараныя. Але што мне падаецца страшным сёння, это калі на ўсёй міліцыі будзе клеймо злачынцаў нават на тых, хто сумленна выконвае сваю працу. Прыкладна так, як зараз на ромах поставілі клеймо, захапіўшы іх усіх у закладнікі за тое, што ніхто з іх не здзейсніў. Сёння размову вялі я, Віталь Цыганкоў і Владзімір Мацкевіч. І нашым госцем быў Мікалай Казлоў, выконваючы абавязкі старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Заставайцеся з Белсатам.